Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какие перемены ждут вас в личной жизни? Давайте посмотрим на ближайшие 3 недельки. Что будет происходить, что будет меняться в вашей личной жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Здесь какой-то человек, преисполненный чувством вины, будет искать к вам дорогу, будет искать путь. Этот человек вас обидел, и, либо считает, что обидел вас, будет искать дорогу к вашему порогу, чтобы с вами поговорить и объяснить, что вот не хотел, не хотела, что вот как-то само собой так произошло, и что человеку сейчас плохо, и кошки на душе шкребут, и нужно как-то вот прям прояснить этот момент. Я не могу сказать точно, это мужчина или женщина, но человек какие-то очень плохие слова сказал, либо очень болезненные слова сказал. Возможно, это не имел в виду, либо, знаете, как вот одно на другое, коса на камень, человека понесло и наговорил то, что в принципе не думал, и никогда не хотел сказать. Вот как обида, вот что я обидел, либо я обидел. Это может быть и женщина. Думайте, вспоминайте, с кем у вас был разговор, кто вам сказал обидные вещи, либо с кем вы поругались. Вот совсем недавно, либо, может быть, совсем в недавнем прошлом. У человека аж в глазах темнеет, и человек очень сильно боится, что вот за такую несправедливость сам либо сама будет наказан. Сказали вам такие слова, которые вы не заслужили. Сказали слова, которые вообще не имеют к вам отношения. И вот кому-кому, а вам не имел права человек такое говорить вообще. Даже рот не имел права говорить что-то плохое про вас. Потому что вы только лишь добро давали этому человеку, всегда с улыбкой, всегда с добром. Даже какие-то жертвы приносили в пользу этого человека. То есть, например, могли там свои какие-то дела отбросить и человеку там помогать, выручать этого человека. А человек вам за ваше добро вот черной неблагодарностью, несправедливостью. Но вот вижу, что человек будет искать дорогу к вашему порогу, и по голубю, и ключу пытаться вот как-то договориться, помириться. Возможно, вы этого человека уже заблокировали. Возможно, вы ничего не хотите слышать об этом человеке, и видеть не хотите, и стараетесь усиленно забыть этого человека. Но человек будет искать любую возможность, любую лазейку для того, чтобы попросить у вас прощения, либо хотя бы объясниться, потому что тяжесть греха, она настолько невыносима, что человек, скорее всего, перестал нормально спать, пропал аппетит, и человек ходит как неприкаянный по жизни, все вот этой идеей бредит, что нужно к вам появиться и помириться. Сейчас я хочу посмотреть, что за человек, может, карты расскажут, какие-то подробности, потому что песок не все может конкретно показать. Видите, вы очень хорошо к человеку относились, баловали, холили, лелеяли, помогали, всячески поддерживали. Человек вас серпом за это ударил, косой ударил. И теперь человеку так больно, так горько, и страшно. Мне еще идет страшно, с какими-то людьми может говорить, искать, кого-то просить, вы за меня словечко замолвите, либо как-нибудь ключ, замочную скважину хочет открыть, достучаться до вас будет пытаться. Может, вы узнаете об этом всем и не захотите, просто так и скажете: я не хочу с тобой общаться, видеть тебя не хочу, и больше в диалог не вступлю. А человек все равно будет не сдаваться, пытаться,
там, призывать к совести, к высшим силам призывать. Ну вот как-то так мне идет. Человек неоднократно, либо много раз будет делать попытки с вами договориться, помириться. И да, человек до глубины души осознал свою ошибку, осознала, что была не права. И вообще непонятно, как бес попутал, да, вот такое ощущение идет. Хорошо, давайте посмотрим, как вам поступить. Как вам поступить выходит. Слушайте, одни и те же карты, что мешало, что не мешало, одни и те же карты идут. На самом деле карты говорят, конечно же, лучше сбросить с себя эти горы и как новую дорогу, новый путь. Лучше помириться, а потом уже решить, да, стоит общаться дальше, либо не стоит. По ребенку, да, не будь наивной, думай наперед. И если человек уже способен на такие вещи, а что будет дальше? А где есть гарантия, что человек там через несколько месяцев так не сорвется, еще хуже не сделает, да, либо худших вещей не наговорит? Наверное, таки лучше помириться, да, и разойтись, как в море корабли. Это будет самый лучший выход. Будет человек, да, добиваться разговора, общения для того, чтобы помириться. Надо помириться. Дальше. Еще одна перемена, совершенно неожиданная перемена, которая, вы скажете, мне такое не надо, но тем не менее оно произойдет. Здесь показывают, что вы очаруете некого мужчину. Мужчина такой вполне себе респектабельный, серьезный, старшего возраста, постарше, чем вы, либо выглядит постарше, либо и по факту постарше. И вы этого человека так очаруете, что он по вам буквально сойдет с ума. Вы будете ему мерещиться, вы будете ему, как сниться, да, вы будете ему являться. И он, не знаю, как это, страсть, любовь, там все смешается в одном флаконе, и человек, как этот песик, да, за вами будет ходить по пятам. То есть вы этого не хотите, вы этого не желаете, вам это, наверное, и даром не надо. Не ищите себе там, может, партнера, может, вы уже замужем, да, у вас все хорошо в личной жизни. Вот такая вот оказия произойдет. С одной стороны, достаточно, да, навязчивая вся эта история, а с другой стороны, я вижу, что человек, в принципе, это нормальный, адекватный. И если с ним, например, поговорить по душам, да, объяснить, что извините, но мне это не важно, не интересно, не нужно, у меня, пожалуйста, семья есть, и я счастлива в своей семье. Либо я карьеру устрою, да, мне сейчас не до отношений, либо вы не в моем вкусе, да, я не могу с вами иметь каких-то отношений, уж тем более там ходить на свидания и прочее, прочее. Человек поймет. И еще вижу, что у человека как будто бы, не знаю, в карманах, наверное, либо где-то там спрятано очень много возможностей. То есть человек непростым окажется. У человека либо ресурсов много, либо много связей, много знакомств. Человек там на короткой ноге с разными важными людьми. Либо человек и сам из себя что-то представляет, и его круг знакомых, он тоже очень такой, очень как интересный, насыщенный. Люди с возможностями, непростые, смертные, так сказать. Обижать этого человека ни в коем случае нельзя. Если вдруг так случится, что вам мужчина это тоже понравится, да, случайно вы его очаровали, видите, что мужчина симпатичный, вам откликается, почему бы и нет? Тогда получится очень хорошая пара. Мужчина окажется очень щедрым, очень интересным, он много знает, он много где был, у него есть возможности украсить вашу жизнь, да, во всех смыслах этого слова, там и подарки, и поездки, и путешествия, и помощь всесторонняя, да, у него это все есть. И на вас он совершенно ничего жалеть не будет. И вы с этим мужчиной действительно как в новую эпоху, в новую эру своей жизни войдете. Но опять же, при условии, что он вам нравится. Если, например, вы, скажем так, решите, что, может, он мне не очень нравится, но он человек при возможностях, почему бы не воспользоваться? Это тоже как вариант вполне себе приемлемый. Но вас он будет тяготить, да, потому что, если нет чувств, да, то и подарки не будут сладкими, да, подарки горечь будут давать. Вы это и сами, наверное, понимаете, да, все взрослые, все понимают.
Вот. А если понравится, то я вас поздравляю. Считайте, что вы выиграли в лотерею. Отношения будут максимально комфортными. Здесь женщина может полностью расслабиться, а мужчина будет вокруг нее там порхать на крылышках любви и всячески ублажать ее, да, заботиться, холить, лелеять. Если мужчина прям не нравится, либо у вас есть семья, у вас свой мужчина есть, да, ничем не хуже, то просто честно поговорите, объясните ситуацию и поверьте, это все исправить. Да? Мужчина не будет там ходить и разрушать вашу семью, наоборот, вы войдете в какие-то дружеские отношения. Ну, понятно, что с его стороны это будет и любовь, а с вашей просто дружба. Но он вас не будет ни домогаться, ни как-то обижать в этом плане. Наоборот, он станет вашим, не знаю, там, крестным отцом, да, крестной феей, который будет исполнять желания, который будет всячески помогать. Он может помочь вам, он может помочь вашему супругу, там, вашим детям. У него прям карманы чем-то набиты таким интересным, полезным, ценным, и прямо аж наружу торчит. И карманы все, и верхние, и нижние. И вот у него это прям наружу, да. То есть человек такой прям все имеет, да, у него все есть, он все имеет. А вот любви, наверное, нет, да. Либо он и сам не рассчитывал, что он так сильно влюбится, ну вот как влюбится в вас. Как-то вы его очень сильно заденете. У кого-то вот правда, это прям любовь любовная, у кого-то дружба, крестной феи появится, а у кого-то, ну, возможно, да, вы войдете в отношения, у вас будет богатый любовник, который будет решать ваши проблемы. Ну, девочки, мы все взрослые и понимаем, как в этой жизни все устроено. И если женщина одна в трудном положении, либо там ребенок на руках маленький, деваться некуда, никого рядом нет, ну, бывают такие обстоятельства, когда женщина должна выживать и делать все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Я никого не призываю, я просто говорю, что все в жизни бывает. Да? Зарекаться от чего-то, либо вот эта своя гордость, что я такая бедная, но я такая гордая, буду там недоедать, смотреть, как мой ребенок недоедает. Ну нет, себя же я не уроню. Тем более мужчина такой интеллигентный мне идет, интересный. Сейчас я посмотрю еще. А, тут сама судьба идет. А что, вы с судьбой будете спорить? Вы на что-то загадывали, вы чего-то просили. Вот честно, у своего рода, у судьбы, у высших сил, у кого-то вы что-то просили. Просили медведя, помощника, защитника, сильное лицо, которое может помочь вам в трудное время, либо в трудной проблеме. Вот он, пожалуйста, появится. У него карманы раздуты до неприличных размеров. Из карманов уже там все просыпаются, да, ресурсы, возможности просыпаются. Вы просили, к вам придет. Ну, карта Луны, скорее всего, следующий месяц, либо полнолуние. Человек буквально вот с первого взгляда в вас влюбится. И человек может исполнить любую вашу мечту. Вот что не попросите, даже ничем не надо расплачиваться. Ради вот его чувств, ради своих собственных чувств, человек исполнит любую вашу мечту. Он для вас медведем идет. Медведь, который защищает, помогает, ну как благородный человек идет. А если это еще и взаимно будет, то по дереву вы точно семью создадите именно с таким мужчиной. Здесь мужчина как бы классный, но есть один нюанс, и у кого-то он очень сильно проиграется. Нюанс связан с его здоровьем. Возможно, у него есть какое-то хроническое заболевание, либо заболевание, которое требует, я не знаю, там, постоянной терапии. Вот, поэтому он делает доброе дело для вас, а сама судьба, либо высшие силы ему помогают в его лечении, в его борьбе. Но вот ключевым идет, что вы его так сильно зацепите, что он вас так сильно влюбится, как никогда раньше не любил. Но вот никого, кроме вас, он не видит, вообще никого. И знаете, вот даже если вы ему отказываете, он говорит: хорошо, мы будем дружить, я буду верно тебе служить, да, буду защищать тебя и делать все, чтобы твоя жизнь была стабильной и спокойной. Какие-то вопросы ваши сложные будут решать. Считайте, что вы выиграли в лотерею, да, с таким мужчиной, почему бы и нет. И я такого мужчину хочу в качестве знакомого, там, либо крестного этого фея. Но у меня в жизни не было таких крестных мужчин. Мой крестный вообще пропал, когда я была ребенком.
Я последний раз его видела, когда мне было 12 лет, потом он куда-то там эмигрировал, уехал, переехал, и связь потерялась. Но я бы не отказалась, честно. Крестные феи прям мне идет, да. Ну, девочки, что идет, то идет. Главное, что вам на благо проиграется. Главное, что он, видите, со своими этими тяжелыми карманами даже вот ниже вас стоит, а вас он как будто бы вверх поднимает. То есть ради вас он на все пойдет, либо на все согласится, на платонические отношения, на любые. Вот то, что вы предложите, он согласится. И да, вы ничего не будете делать, он влюбится сам. Причем, как мне идет, вот прям с первого взгляда. С первого взгляда он в вас влюбляется. Так решила судьба, так решили небеса. Значит, время тяжелое, вам нужна помощь. А как заставить человека помогать? Правильно, через любовь. Через любовь. А у кого-то прям время пришло свою половиночку встретить, и вам выбрали самого лучшего кандидата в качестве половиночки. Тот, который будет холить, лелеять, любить и обожать, и пылиночки с вас дувать. Ну вот он мне по возрасту идет такой прям уже взрослый мужчина, взрослее, чем вы. Ну, либо выглядит так, а может быть и то, и другое. А по поводу недостатков, ну, наверное, в силу возраста, в силу своего здоровья, может быть, он не такой активный, как молодые ребята, но какие-то ограничения могут быть, например, там, по питанию, по активности. Может быть, он уже более такой, знаете, степенный стал, ему там всякий движ Париж уже не интересен. Может, он там любит отдыхать, но любит отдыхать на каких-то элитных курортах, где нет шума, крика, там тусовок нет, да, где вот есть там природа, хороший сервис, да, вот такое мне вот идет почему-то про него. Не могу сказать, что прям старомодный, наверное, нет. Скорее больше как степенный, да, такой образ идет. Так, еще одна перемена в вашем отношении к какому-то человеку. Человек, который буквально через негативные эмоции тащил с вас все соки, все жилы. Человек, которому у вас сердце в огне. Ну, это может быть и обида, это может быть и гнев, это может быть и какая-то страсть безумная. Не знаю, вы все разные. Я вижу, что сердце ваше остынет. Потому что человек, скорее всего, тащил с вас энергию, паразитировал, занимался вампиризмом и, возможно, через даже какой-то приворот. Приворот, либо привязка, да, возможно, какая-то была. Может, человек сам по себе, вот как пиявочка, да, прицепился, энергетически вот впился в вас и не отпускает. Приходит, уходит, ничего не обещает, ничего не делает, только берет. Берет ваши соки, вашу энергию, вашу жизнь. Вы знаете, вы к нему остынете. Вы к нему прям буквально станете равнодушной. То есть то, что долго вас губило, наконец-таки вы с себя сбросите. Но у вас такое ощущение, что вам все равно. Есть этот человек, нету, вы на него вообще никак не реагируете. То есть ни хорошего, ни плохого к нему не чувствуете. Равнодушие, да, что может быть страшнее равнодушия? Ничего. Даже вот, знаете, эмоции гнева, они как бы сильны, да, они как всплеск энергии делают. А тут равнодушие, вообще холодное, вы к нему станете. Для него это будет удар ниже пояса. Удар, который он очень долго будет переживать и будет пытаться вас вернуть, а вам уже будет все равно. Прям абсолютно спокойно на него реагируете. Если были какие-то треугольные отношения, и мужик действительно вот прям морочил голову, то спокойно его пошлете, сделаете ему максимально неприятно, сорвете с его крючка и начнете нормальную жизнь. Тем более с этим новым знакомым вообще идеально. Вообще идеально никто не нужен. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.